Национальный банк еще не определился, будет ли восстанавливать сыктывкарский арт-объект 3 последних года, популяризировавший среди населения новый знак рубля. Все это время он находился в сквере рядом со Стефановской площадью. Но 27 апреля его уничтожили хулиганы. В Коми-филиале Центробанка все это назвали не иначе, как акт вандализма. Кстати, сейчас личность покусившегося установлена, с ним работают следователи. Эта тема сегодня обсуждалась в общественной приемной главы Коми. Впрочем, главным лейтмотивом горячей линии стали новые денежные знаки. Банкноты в 200 и 2000 рублей после введения в декабре так и не получили массового хождения в республике, хотя они намного медленнее изнашиваются и лучше защищены от подделок. Одна из причин – позиции кредитных организаций. Они связываются с ними неохотно, при этом банкоматов, которые не принимают купюры, в Коми осталось меньше 5%. Ажиотаж, почему у нас такой 202 тысячи, вот памятные банкноты, они были там ограниченно выпущены, да, там сочинские 100 рублей, Крым. А вот эти 202 тысячи, это будут обычные деньги, которые, как у нас сейчас ходят, 5000 рублей, 1000 рублей. Также будет и 202 тысячи, просто надо немножко подождать, когда эти деньги, ну, это, представляете, территория России большая, всю Россию надо обеспечить, в каждый уголок завести. И потихонечку они появляются. Процесс идет, да, процесс идет. У нас доходит до абсурда. Чтобы реализовать свежие купюры, банки отправляют их в села, где многие жители получают пенсию на руки. При этом города, где купюры, по идее, намного чаще меняют своих владельцев, а значит и быстрее ветшают, привычные дензнаки не заменяются. То есть изначальная идея Центробанка, чтобы стрессоустойчивые новые деньги замедлили износ текущего наличного фонда, в Коми пока не работает.